Добрый день, уважаемые коллеги, дамы и господа. Сегодня у нас на площадке пресс-центра «Спутник Южная Осетия» проходит пресс-конференция министра иностранных дел Республики Южная Осетия Ахсара Муратовича Джоева. Она посвящена вступлению в силу новых правил пересечения государственной границы между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией для детей до 14 лет, которые буквально начали действовать вчера. Также в ходе пресс-конференции глава внешнеполитического ведомства подробно разъяснит, в чем заключается принципиальное отличие нового порядка от ранее действовавших правил и с чем связана необходимость их унификации с российской практикой. Ахсар Муратович, добрый день. И мой первый вопрос, как я уже сказала, буквально вчера вступили в силу новые правила пересечения границы для детей до 14 лет. В чем принципиальное отличие этих правил от ранее действовавшего порядка? Добрый день и спасибо за очередную возможность на площадке «Спутника» ответить на ваши вопросы. Пользуясь случаем, хотел бы всех поздравить и «Спутник», агентство «Спутник» и всех жителей Южной Осетии с наступившим уже новым 2026 годом. Пожелать всем здоровья и успехов. Что касается вашего вопроса, то да, действительно, вчера, а точнее 20 января текущего года в силу вступили новые правила пересечения государственной границы России и Южной Осетии. Это касается, в частности, несовершеннолетних граждан, детей до 14 лет. Если до сегодняшнего дня, вернее до вчерашнего дня, можно было пересекать границу по свидетельствам о рождении, то сейчас с вступлением новых правил детям до 14 лет необходимо иметь заграничные паспорта. Здесь хотел бы я пояснить, о каких гражданах идет речь. Речь идет о гражданах Российской Федерации. Были внесены в прошлом году соответствующие изменения в российское законодательство, и Российская Федерация, Российское государство планомерно прорабатывает вопросы обеспечения безопасности своих граждан, в частности несовершеннолетних граждан России, поскольку имели случаи, есть опасения, что несовершеннолетних граждан могут незаконно вывозить за пределы Российской Федерации. Также хотел бы еще дополнительно пояснить, что это касается не только границы между Россией и Южной Осетией. Аналогичные правила будут действовать и по другим направлениям тоже. В частности, это касается и Абхазии и других дружественных России стран, для которых ранее предусматривалась такая норма пересечения границы, а именно по свидетельствам о рождении. Также хотел бы отметить, что ранее действующие правила, в частности для Южной Осетии, между Россией и Южной Осетией, они правовой основой для них было соглашение от 2010 года о взаимных безвизовых поездках граждан Южной Осетии и России, соответственно, в Россию и Южную Осетию. Там это было прописано, но в связи с тем, что в прошлом году российская сторона ввела новые правила, вот эти правила вступили в силу 20 января этого года, которые, как уже и вы отметили, и я говорил, предполагают новый формат пересечения границы для несовершеннолетних граждан Российской Федерации. Видимо, здесь надо еще заметить, что въезд в Российскую Федерацию для тех, кто ранее выехал, имеется в виду граждан, несовершеннолетних граждан, и не успел вернуться до 20 января, они вернуться в Российскую Федерацию смогут по свидетельству о рождении. Но обратно выехать из Российской Федерации они уже не смогут. Для них необходимо будет уже оформлять российские заграничные паспорта. Для сведения жителей Южной Осетии, собственно, об этом посольство России в Южной Осетии неоднократно на своих электронных ресурсах размещало информацию о готовности принимать заявления для оформления паспортов граждан Российской Федерации, заграничных паспортов для несовершеннолетних граждан. Это неоднократно было сделано, и еще раз я хотел бы обратить внимание для жителей Южной Осетии, которые имеют гражданство России, у которых есть несовершеннолетние дети, чтобы они подали соответствующие заявления в посольство России в Южной Осетии. Это намного облегчит не только их пребывание и пересечение границы, но и в дальнейшем это для них будет гораздо легче
пользоваться другими льготами, которые дает российское государство для своих граждан. Поэтому не надо откладывать, а подавать заявление, в первую очередь для тех, у которых есть несовершеннолетние граждане Российской Федерации, дети которых имеют гражданство Российской Федерации. Спасибо большое. Исходя из вашего ответа, можно ли говорить о том, что данные изменения в целом направлены на повышение правовой определенности и безопасности, а не на ограничение передвижения? Абсолютно верно. Они не направлены на какие-то ограничения, они не носят ограничительного характера. В первую очередь Российская Федерация, Российское государство исходит из принципа безопасности и минимизации возможных угроз, которые, как мы видим в современном нестабильном мире, эти угрозы все больше и больше становятся. Вопрос безопасности детей для российского государства, он является первоочередным, и, естественно, эти изменения носят исключительно такой характер, направленный на безопасность своих граждан. Поэтому они не носят каких-то ограничительных мер. Любой закон, любое соглашение, оно совершенствуется и адаптируется к существующим реалиям. А реалии таковы, что необходимость внесения изменений она была, и она была отработана. Еще раз хочу отметить, что оно не направлено на внесение каких-то ограничений или усложнения пересечения границы, только в плане безопасности. Спасибо большое, Хсар Муратович. У нас одна из заявленных тем – это также оценка роли внешнеполитического ведомства Южной Осетии в современных условиях. Это с точки зрения защиты интересов граждан и укрепления международных связей республики. И тут хотелось бы мне вам задать вопрос, касающийся взаимоотношений Южной Осетии и Венесуэлы. Сегодня непростая политическая ситуация сложилась с Венесуэлой. Она входит в число государств, которые признали независимость Южной Осетии. И как сегодня выстраивается взаимодействие между нашими странами с учетом этой непростой внутренней внешнеполитической ситуации в Венесуэле. И буквально вчера в СМИ появилась новость, что посол Южной Осетии в России встретился с послом Венесуэлы в России. Можете как-то это прокомментировать? Да, вы правильно отметили, что год начался не совсем таких приятных сообщений, в частности, из Латинской Америки. 3 января Соединенные Штаты предприняли попытку и довели ее до конца. В части это было озвучено и ранее в нашем заявлении, в наших комментариях. Был похищен президент Мадуро с супругой. И, естественно, наша точка зрения, она была озвучена, мы ее неоднократно повторяли, и сегодня тоже озвучим, что, собственно, такие шаги являются нарушением норм международного права и, в частности, Устава Организации Объединенных Наций. И, тем не менее, мы рассчитываем на продолжение конструктивного взаимодействия с Венесуэлой, венесуэльским руководством. Как мы знаем, сейчас, на данный момент, эту страну возглавляет исполняющий обязанности президента Дельси Родригес. В свое время она была и министром иностранных дел. До этих событий она занимала пост исполнительного вице-президента этой страны. И, естественно, мы исходим из того, что нам необходимо дальше предпринимать шаги по сохранению имеющихся контактов и их дальнейшего развития. Что касается ваших слов о том, что вчера имелась встреча в Москве нашего посла в России Знаура Гасиева с послом Венесуэлы в Москве, который также является по совместительству послом и в Южной Осетии, то здесь и вчера, и позавчера были по аналогичной встрече. Собственно, позавчера такую же встречу проводил наш посол в Венесуэле Нарим Козаев. Эти факты еще раз говорят о том, что контакты они не прекратились, они не будут прекращаться, они будут только дальше развиваться. Естественно, они должны и будут развиваться с учетом тех реалий, которые мы имеем. Мы внимательно следим за ситуацией, которая развивается и в Латинской Америке, в частности в Венесуэле, и будем использовать все возможности для укрепления наших взаимоотношений.
Нет никаких предпосылок для изменения того статуса кво, которое у нас с Венесуэлой оформилось в 2010 году после взаимного признания установления дипломатических отношений. Мы нацелены на дальнейшее конструктивное взаимодействие. В этом плане большую практическую помощь нам оказывают, конечно, наши коллеги Российской Федерации, в частности МИД России. И мы совместными усилиями будем развивать наши внешнеполитические контакты, в частности. Спасибо большое. И тут я не могу обойти стороной вопрос о Сирийской Арабской Республике. Сирия также одна из тех государств, которая признала независимость Республики Южной Осетии. И как вы на сегодняшний день оцениваете состояние двусторонних отношений в условиях сохраняющейся сложной политической и экономической обстановки? Да, спасибо за вопрос. Действительно, в регионе Ближнего Востока, в частности в Сирии, произошли и происходят очень значительные изменения. Бывший президент покинул страну. Сейчас там новая власть, и эта новая власть, она представляет собой такую переходную власть. Собственно, сам президент Сирии в настоящее время, его называют как временный президент. То есть есть определенный период, переходный период, во время которого сирийская власть, сирийская сторона, сама Сирия должна сформировать органы власти, и как представительные, так и исполнительные. В прошлом году были выборы в парламент Сирии. Ожидаются еще и другие изменения, поэтому мы, конечно, и за этими процессами тоже внимательно следим. Контакты с Сирийской Арабской Республикой, они не прекращались. Они в ежедневном, не скажу в ежедневном, но в регулярном режиме происходят. У нас очень хорошее взаимодействие с посольством Сирии в Москве. Они активно взаимодействуют с нашим представительством в Москве. И мы исходим, как и с Венесуэлой в частности, в том числе и Сирии, исходим из важности сохранения аналогично того статус-кво, который мы имели с Сирийской Арабской Республикой на момент признания в 2018 году. Поэтому предпосылок изменений этого статус-кво мы не видим, и как и в отношении с Венесуэлой, так и с Сирией, мы, опираясь на практическую поддержку наших российских коллег, планомерно предпринимаем шаги по налаживанию связей и их развитию. Насколько это будет интенсивно происходить, сказать сложно, но однозначно могу заверить, что канал связи есть, он не прерывался. Дипломаты взаимодействуют, и мы будем это взаимодействие и дальше развивать. Поэтому здесь каких-либо опасений или изменений мы не видим. Спасибо большое. И тут коллеги из газеты «Южная Осетия» тоже адресовали вам вопрос. На недавней пресс-конференции вы рассказывали о налаживании контактов с Белоруссией. Действительно, сотрудничество со странами СНГ – это верный вектор развития внешнеполитических отношений. Есть ли какие-либо наработки в этом направлении и с другими странами СНГ? Собственно, сама в целом задача Министерства иностранных дел, и не только Южной Осетии, но и любого другого, это искать выходы и развивать как имеющиеся, так и искать новые контакты. В этом плане МИД Южной Осетии предпринимает определенные шаги. Что касается Республики Беларусь, то это страна, это республика, с которой нас исторически объединяет очень многое. У нас общая историческая память. Так же, как и народ Беларуси, осетинский народ понес большие потери в Великой Отечественной войне. И эту память я сам неоднократно, бывая на территории Беларуси, собственными глазами это вижу, как внимательно и трепетно они относятся к этой исторической памяти. И это то сакральное, можно сказать, сакральный момент, который объединяет и наш народ с белорусским народом, так же, как и с российским народом. Вот за эти исторические моменты, эту историческую память, вокруг этого исторической памяти нам надо развивать возможные на сегодняшний день контакты. Я неоднократно ранее говорил о том, что
они в основном будут носить, и пока так и останется, культурный характер, гуманитарный характер, спортивный характер. И это вот первые шаги, которые мы будем дальше предпринимать. Что касается политических аспектов, то это не секрет, что белорусская сторона пока не признает Южную Осетию. Но мы не должны пугаться, идти дальше вперед. Мы будем идти вперед, и в том числе и с другими странами СНГ тоже. Несмотря на те сложности, которые происходят в мире, как известно, в мире происходят глобальные изменения. Это затрагивает прямо или косвенно в той или иной степени все страны, в том числе и Южную Осетию. Но нам надо смотреть в будущее и двигаться планомерно вперед. И как с Белорусской Республикой, так и другими народами будем это развивать. Здесь в контексте Белоруссии хотел бы также отметить, и, собственно, об этом и раньше говорил на пресс-конференциях, взаимодействие со структурами союзного государства. Буквально в конце прошлого года была встреча в формате парламентского собрания России и Белоруссии. Как известно, парламент Южной Осетии является постоянным наблюдателем в этой структуре. И наш председатель парламента Алан Маргиев имел приглашение и присутствовал на этом форуме. Также и по линии исполнительного комитета союзного государства намечены определенные планы взаимодействия, и мы постараемся их в этом году реализовать. Поэтому здесь важна, конечно, и помощь и поддержка и журналистского сообщества, поскольку грамотное освещение, грамотный подход и грамотный анализ этих вопросов в информационном плане для нас, конечно, было бы большой подспорьем. Спасибо большое. Будем стараться. Спасибо. Сар Муратович, у меня еще завершающий вопрос. Как вы в целом оцениваете роль внешнеполитического ведомства Южной Осетии сегодня в условиях меняющейся международной обстановки и необходимости одновременно защищать интересы граждан и укреплять внешние связи республики? Сказать, что все гладко и проблем нету в нашей работе, было бы, конечно, неверным, как и в других ведомствах. МИД Южной Осетии тоже сталкивается с определенными проблемами, но тем не менее основная задача нашего ведомства – это создание и поддержание таких условий на внешнем контуре нашей работы, при которые бы исключали возможность какой-то внешнего воздействия, внешней угрозы в отношении нашей республики. Всем понятно, что развитие в условиях стабильности гораздо эффективнее. Любая нестабильность, она сказывается на всех, и на людей, и на все сферы тоже негативным образом. Поэтому с этой задачей при поддержке наших российских коллег Российской Федерации мы пока справляемся и намерены и дальше эту работу проводить. Однозначно могу подчеркнуть, что для нас важным является поддержание стабильности в регионе, чтобы на наших границах, в нашем регионе, несмотря на то, что происходят какие-то определенные негативные вещи, чтобы этот негатив, минимизировать этот негатив, и чтобы эти возможные негативные проявления не сказывались на Южной Осетии. Мы эту задачу будем и дальше перед собой ставить, и, естественно, будем прилагать все усилия, чтобы ее выполнять. Спасибо большое. Ну что ж, коллеги, Сар Муратович, спасибо большое, что нашли время и посетили пресс-конференцию, ответили исчерпывающе на все наши вопросы. Мы завершаем нашу пресс-конференцию. Коллеги, всем спасибо и до новых встреч. До свидания. Спасибо вам.